Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programısının hem de götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Moldova Devleti'nin ex-prokuroru Afanasy Fedorovich Kıvırcık. Zaman hayır olsun size Afanasy Fedorovich, hem de çok sağ olun. Hani bakmadan bir şeye geldiniz bugün katılma diyene Gagauzya Gün Gündem programısına. С вашего позволения, я буду говорить на русском языке. Знаю я язык свой родной, но мне будет легче немножко. Огромное вам спасибо, что нашли возможность пригласить, ибо как раз накануне нескольких дней будет большой замечательный праздник, как для меня, так и для всех работников прокуратуры Молдовы, Гагаузии. И поэтому уже в конце я скажу пару поздравительных слов. Tamam, bunun için de bugün laf gidecek bizim programımızda. Да. Saygılı seyircilerim, Gagauziya'nı yaşayanlar, bir kısa aralıktan sonra biz yine buluşacağız. Bu stüdyoda kalın bizimle. Kaldı birkaç gün da büyük ayın 29'unda kendi profesyonel yurtlarını bakacaklar prokuratura uzmanları. 1992 yılın büyük ayın 29'unda Moldova Devleti'nde kabul edildi kanun numarada 902-12 prokuratura için. Kanunun kabul etmek datası da oldu. Prokuratura işçilerin ofisal günü hangisi kararlandı? Prezidentin kanununla numarada 11A 1996 yılın büyük ayın 26'sında. Nice biliriz Afanasy Fedorovich, siz de kendi yaşamanızı 17 yıl bağladınız bu cevaplı zanaatla. Anlatsınız, ne sizi getirdi bu cevaplı zanaata? Söyleme hata ilkinden ben zor düştüm bu prokuratura. Bak, bitirden şkolayı ben поступать ettim na исторический fakultet. Hem 65'te hem 1966'da iki kere ben egzaminleri verdim isla ama büyük konkursta da geçmedim. Sonra призвать ettiler armata. Da уже 69'da ben verdim dokumentleri na юридический факультет. Я перейду на русский, извините, пожалуйста. Вот. И спасибо, удалось поступить, потому что я готовился. В армии у меня была интересная служба. Хотя закончил учебные курсы, механик-водитель средних танков. Но потом меня взяли работать в штаб дивизии инструктором политотдела по комсомольской работе. Потому что до армии у меня уже был большой стаж работы по комсомольской работе. И секретарь комитета комсомола колхоза «Россия», село Кангаз, райком комсомола. Вот, поэтому мне в армии было очень нормально. И было свободное время подготовиться хорошо. И спасибо, я поступил. В университете я был и старостой группы, парторгом курса, зампредседателя правкома университета. Фактически председателем комиссии, жилищной комиссии. Общежитие большей частью распределял я, конечно, с комиссией нашей. После окончания, но я все 4 года, будучи на учебе, я был народным заседателем Фрунзенского суда. Тогда вот сейчас Баюканы. Вот, а это был Фрунзенский суд. Это мне дало очень большую помощь и подспорье именно работать, потому что фактически на 4-м курсе я уже был готовым специалистом, способным работать самостоятельно и в суде, и в прокуратуре. Кроме того, за годы учебы я был и общественным помощником прокурора города. Это тоже дало немало мне помощи, чтобы я в своей будущей специальности чувствовал себя нормально. И вот после окончания приглашали и в прокуратуру, и в Минюст резерв судьи.
Но я, так как был заседателем, я был на судебных заседаниях часто, только было у меня свободное время, я именно бежал в суд. Благо от университета это было недалеко. И судья была Акулина Васильевна Еремея, наша соотечественница, наша землячка из Бишалмы. Но она выросла в детдоме. Очень хорошая, прекрасная женщина. И вот спасибо ей огромное, что у нее я тоже почерпнул немало знаний, опыта и работы. Ну, в прокуратуре немножко обиделись, особенно начальник отдела кадров Василий Михайлович Гуска. Вот. Но мне не повезло быть судьей. Выборов в том году не было, и меня взяли в резерв и направили в президиум коллегии адвокатов, и я начал работать адвокатом. Вначале в Бендерах, потом перевели заведующим юрконсультацией в Кривулянский район, Кривуляны. Вот. Но я сразу же написал заявление о переводе меня на родину, в Камрат, в Гагаузию. И в 1976 году, уже в апреле месяце, действительно дали в Камрат еще одну единицу адвоката, и меня перевели сюда, в адвокатуру Камратского района. Был тогда Газарян Николай Вартанович заведующим и Великогло Георгий Степанович. Это уже люди в возрасте были, но замечательные, что один, что второй, прекрасные такие люди. Kısmetli biz birliklerinizi sayırsınız. Hani böyle uzmanlar sizinle beraberdiler. Angaları doğrularla sizi iş yayımda gösterirler. Nice kanuna göre dini çalışma. Nice biliriz Afanasy Fedorovich prokuratura bölümü koruyur yaşayanların haklarını hem de serbestliğini. Her bir uzman hangisi balada kendi yaşamasını kanunlarla lazım çalışsın mahsus kanunlara göre. Söylesiniz, ne soy prokuror lazım olsun uzman? В первую очередь прокурор должен быть человеком, человечным человеком. Знать не только законы, но и знать каноны жизненные людей, простых, которые, к сожалению, иногда, совершив злодеяния, должны нести ответ. Вот это самое главное в работе прокуратуры, прокурора – неотвратимость наказания. Вот. И поэтому тот, кто соблюдает вот эти принципы, вот эти вот пожелания, жизненные законы, у того все получается нормально. Мне было, я же говорю, у меня было теоретически подготовлен, я был очень хорошо. И считаю, что практически тоже. Поэтому мне легко было работать. У меня были неплохие кадры и тут, в Камрате, ну и особенно в Бричанах, где я был прокурором конституционные 5 лет, 81-86 годы. Afanasy Fedorovich, bu yılların içinde yakın 20 yıl nice çalıştığınız prokuratura bölümünde siz çok kuvvet hem de sağlık koydunuz Gagauzyanın hakları koruyan sistemasında. Bağladınız kendi yaşamanızı bir pek önemli hem cevaplı zanaatla detayları söyledim. Çalıştınız bu uğurda. Gene süreceğim yakın 20 yıl. Niçin ayırdınız mahsus bu zanaatı? Ki bu yılların içinde ne kadar siz çalıştınız bu prokuratura bölümünde hiçbir zaman da mı pişman olmanız, hani mahsus bu zanaata ayırdınız ama bir başka zanaat? У меня немножко получилось так, почему я все-таки выбрал прокуратуру. Потому что работая тут адвокатом в Камрате, меня пригласили работать в райком партии, инструктором райкома партии Камрата. Был первым секретарем Виктор Андреевич Рябчич. Но я сопротивлялся весь февраль месяц 1977 года. Вот. Но мне не удалось все-таки
высвободиться и продолжать работать адвокатом. Во-первых, у меня уже был 3-й ребенок. Раз. И у меня была нормальная по тем временам зарплата. Плюс я строил дом, и у меня было очень много свободного времени. Вот. Но месяц меня муштровали и сказали так, что ты имей в виду, ты на другой работе не будешь работать тут. Но я не жалею, что я именно выбрал. У меня выбора, в принципе, другого не было. Я же говорю, судей вакансий не было, и поэтому выборов в том году не было. И я, поехав в Кишинев по ЦК Компартии Молдавии по своим вопросам, по работе, зашел в прокуратуру республики, в отдел кадров, и Василий Михайлович, начальник отдела кадров ГУСКа, говорит, сам пришел. А когда мы приглашали, ты не хотел прийти? Вот. Ну, так получилось. И поэтому вот так вот я оказался в прокуратуре. Но, конечно, никогда, ни разу не жалел. Ибо у меня и получалось, и я так был воспитан своими родителями и в обстановке, что я отдавался полностью работе. Ибо проработав всего лишь 3 года в прокуратуре Камрата, я был поощрен уже, первое поощрение, от прокурора республики это было чуть ли не каждый год или 2 раза в год. А первое, в 1978 году, я был поощрен генеральным прокурором Союза СССР. Это для меня была большая честь, и поэтому отступить от этих принципов я не мог. Более того, уже работая в Бричанах, прокурором 81-86 год, я там же тоже дважды был поощрен генеральным прокурором Союза СССР. Для меня это была большая честь и большой аванс для того, чтобы именно работать хорошо. Avanas Fedoviç, affedin keseyim lafınızı, istedim öğrenmeye. Getirsiniz aklınıza, öyle oldu mu sizin işinizde bu prokuratura bölümünde bir olay hangisi bugünkü günlerde sizi bırakmıyor rahat? Anladasınız bir olay için makar tiyaçen siz çalışardınız prokuratura bölümünde. Hangisi bırakmıyor bugünkü günlerde sizi rahat bu olay? Но ошибиться и судье при вынесении приговора, и осудить незаконно – это большой грех, большое нарушение. То же самое и прокурор, когда ставит печать, заключая под стражу того или иного обвиняемого, надо очень тщательно подумать, взвесить все «за» и «против», и только тогда принимать решение. Сейчас уже забывается, но вот работая в Бричанах, как раз конец года, 82-й, по-моему, показатели должны были быть к концу года, каждый стремится, и полиция, и прокуратура, чтобы показатели были хорошие. Но чтобы была раскрываемость тоже хорошая, меня подвели работники полиции Бричанского района, Бричанского РОВД. Обыкновенная кража квартирная. И доказательств, в принципе, он сам вину не признает, обвиняемый. Вот. Но я дал санкцию на арест, но дал ошибочно. Основное доказательство, и это бесценное доказательство, когда отпечатки пальцев нашли на стекле приемной этого дома, коридора этого дома. Казалось бы, что еще нужно, когда отпечатки пальцев имеются в качестве доказательства, что он проник в этот дом. Вот. И только когда уже
дело закончили, расследование, он был 2 месяца почти под стражей. И он, оказывается, адвокату своему пожаловался, что он не делал этого. Не был он там. Ну и адвокат мне подсказал. Я подключился сразу же по этому вопросу. Снова привезли мне его, этого обвиняемого. И оказалось, что действительно отпечатки пальцев были взяты незаконно. Оказывается, этот работник уголовного розыска, оперативный работник, снял стекло с окна этого дома и принес к себе в кабинет, где допрашивал этого обвиняемого. И положил его на стол. Ну, естественно, тот, когда писал или что-то говорил, пальчики оставил на этом стекле. А на стекле лучше всего отпечатки остаются. Вот. И вот они вот это поставили в основу доказательств. Вот. И в тот же день его увезли в Бельцы. Потому что северные их содержали в тюрьме не в Кишиневе, а в Бельской тюрьме. И вот, когда я вот это вот узнал, пригласил начальника полиции, начальника уголовного розыска и этого оперативного работника, а уже время было после 6. Я говорю, как хотите, и езжайте в Бельцы, заберите его оттуда, и измените меру пресечения на подписку о невыезде. А там уже в суде посмотрим, что и что с вами. Иначе кто-то из вас туда попадет. Ну, как они вытащили в нерабочее время этого оттуда? Но они привезли до 12 ночи, они его привезли обратно. И вот, понимаете, вот это мне не давало покоя. Во-первых, обида, что ну как так можно заниматься вот такими вот подделками, незаконными действиями. Вот. И вот это долго меня мучило, но хорошо, что и дальше не пошла вот это вот. А так очень много интересных дел, показатели работы в прокуратуре, которой я руководил, особенно в Бричанах, были исключительно нормальные, суперные, как можно, если так говорить. Вот. Поэтому следователь хороший, участник войны, следователь был хороший, такой грамотный дедулька. Вот. Помощники молодые, но тоже такое. Sadece sizin yüksek becermekleriniz hem de çok kuvvetleriniz Angları kontrol ederler konstitüsyanın işletilmelerini hem de devletin kanunlarını hem de başka dokumentleri Angları ekonomika sosyal soruşlarından bağlı. Bakılırlar mı söyleyeceğiz böyle prosesler bugünkü günler? Angları için tayları söyledim. Bakılırlar mı onlar bugünkü günler prokuratura işçilerinden? Я знаю язык, я знаю молдавский язык, я знаю украинский язык. А в Бричанах, особенно, это, я так говорю, что это лучшие годы жизни и работы в Бричанах. Там люди немножко другие, там легче немного работать. Если я, когда заходил украинец, я разговаривал с ним на украинском языке. Заходил молдаванин, я на молдавском языке. Вот, так украинец, это наш человек. И поэтому, не знаю, было много работы, но было интересно, отдавался сполна, как говорят. В Банка Сучала я проработал 24 года. В общей сложности у меня стаж банковской работы 29 лет. Вот. Поэтому, конечно, и тоже это был самый крупный филиал в банковской системе Молдовы. У меня было 84 работника, 9 представительств. 9 представительств. Своя служба охраны, своя служба инкассации. Поэтому и
тоже я очень доволен, что мне посчастливилось pоработать. У меня самые lучшие работники были. Afanasy Fyodorovich, size deyin. Bugün yanvarın 29'u ne söyler? Söyler только самые прекрасные и лучшие воспоминания о работе, которую я выполнял с большим усердием, с большой охотой, желанием и получал удовольствие. И не было у меня никаких ошибок крупных, чтобы я о чем-то сожалел или корил себя за то-то, то-то, то-то. Benim kolegam gösterir hani programımız yaklaşır sonuna. Elbette sizin bir var kolayınız kutlayasınız. Hepsi sizin kolegalarınızı hangileri çalışırlar prokuratura bölümünde. Я еще раз позвольте поблагодарить вас, что пригласили накануне такого дня. Вот. Ибо 29-го, но каждый год у нас, я являюсь членом Ассоциации ветеранов работников прокуратуры Молдовы. Вот. И каждый год в этот день мы собираемся в Кишиневе, все, со всей республики. Получил я уведомление, что в этом году будет 30 числа, 30 января. Но не знаю, смогу ли я поехать или нет, но попробую обязательно поехать, увидеться со своими коллегами. И, пользуясь случаем, позвольте мне поздравить всех, абсолютно всех работников прокуратуры Республики Молдова, прокуратуры Гагаузии, пожелать им семейного благополучия, счастья, здоровья и успехов в работе. И труд ваш трудный, ответственный, поэтому будьте всегда на уровне, чтобы не было мучительно больно за то, если что-то получится не так. Sağ olun. Afanasy Fyodorovich, bu kutlamak için biz de Gagauzya Radyo Televizyonu'nun Cümle Kampanyanın uzmanları kutlarız. Moldova Devleti'nin Gagauzya'nın prokuratura bölümünün hepsi uzmanlarını profesyonel yortuğuyla dayanmak. Derin fikirler hem de korkusuz götürersiniz her günkü kendi işinizi. Niçin ki mahsus sizin yüksek uğrunuzdan hem de doğruluğunuzdan çekilir Moldova Devleti'nin yaşayanları inanmaları bütünden hak dava koruyan organına. Sizin dil kolay ama cevaplı işiniz her zaman sayılsın hem de doğruluk her zaman yensesin. Sizin avtoritetiniz yıldan sade kahveleşsin. Kahve sağlık hem de iyi başarılar sizin dil kolay ama pek önemli hem de cevaplı işinizde. Elbette uzun ömür hem de çok yıllar da yaşayasınız da bu stüdyoda da çok yeni işleri bize açasınız. Sağ olun Afanasy Fyodorovich, ne bulduğunuz vakit bakmadan sizin sıkı grafiğinize, bakmadan sağlığın tarafına, bakmadan havanın süreciz haline hep kadar geldiniz. Bugün katıldınız Gagauzya Gün Gündem programmasına. Спасибо вам огромное. И вам успехов, здоровья, семейного благополучия и всех благ. Это трудное время. Saygılı seyircilerim, Gagauzya'nın yaşayanları bizim Gagauzya Gün Gündem programması yaklaştı sonuna. Tabi sistem getirmesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu Moldova Devleti'nin ex-prokuroru bu kıvırcık Afanasy Fyodorovich. Kalın bizimle kalın GRT kanalında.